За 5 месяцев этого года приставы ограничили выезд из России почти для 850 тысяч должников по алиментам по всей стране. А между тем родители погасили задолженность по алиментам больше, чем на 200 миллионов рублей. При этом в розыске находилось свыше 70 тысяч алименщиков, из них уже найдено больше 20 тысяч. Как обстоят дела с выплатами алиментов в нашем регионе, выяснял Дмитрий Тымыров. Отец не захотел признавать отцовство. Я сначала пыталась предпринять какие-либо действия, пыталась с ним договориться о том, чтобы он мне выплачивал алименты. Но он отказался, и с течением времени он уехал из города. Сейчас его в городе нету, поэтому я не знаю, где он, что и как. Сейчас наша героиня уже потеряла надежду, что когда-либо встретит отца своего ребенка, да и уже не ведет его поиски. Говорит, что все равно не найдут. Но выход есть. В этом году в закон об исполнительном производстве и в Гражданско-процессуальном кодексе были внесены изменения, в соответствии с которым, если должник не дает о себе знать более 1 года и исполнительный розыск не дает результатов, то взыскателю могут обратиться в суд о признании его безызвестно отсутствующим и получать соответствующие пособия по потере кормильца. В этом году у нас в суды поступило 7 заявлений. Пока 2 из них удовлетворены, взыскатели будут получать пособие. На 1 июля 2018 года количество получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца и по случаю признания одного родителя безызвестным в республике получает 8980 человек. Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составляет 8338 рублей. Но эти данные могут меняться, все зависит от дохода родителей. На сегодня общее количество исполнительных производств по республике о взыскании алиментных платежей составляет 8500. С 1 января 2018 года всего было взыскано около 30 миллионов рублей. В этом году 5000 должников у нас было ограничено на выезд за пределы Российской Федерации. 500 должников было привлечено к административной и уголовной ответственности, более 200 арестов на имущество должников. Процентное соотношение алименщиков – это 85% мужчин и 15% женщин. Количество последних в последнее время увеличивается. А тем временем судприставы предложили ограничить право алименщиков на загранпаспорт, чтобы заставить их выплачивать алименты. С каждым годом механизмы решения данной проблемы расширяются, чтобы хоть как-то повлиять на нерадивых родителей. Дмитрий Тымыров, Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Началась электронная запись на прием в Министерство экологии для подачи